Здравствуйте, Скорпионы! Сегодня мы посмотрим таро-прогноз для вашего знака на июнь месяц 2020 года. Работать будем на трех колодах. Первая колода нам покажет основное главное событие этого периода. На второй мы посмотрим личную жизнь. И на третью мы будем смотреть работу и финансы. Скорпионы. Главное событие месяца июнь. Личная жизнь. Здесь у нас будет три позиции. Первая позиция для тех, кто в данный момент одинок. Вторая для тех, кто находится в браке. И третья позиция для людей, кто находится в паре, но не в официальном браке. Работа. Скорпионы. Здесь у нас также будет три позиции. Первая позиция для тех, кто ищет работу. Вторая для тех, кто работает. Какой там фон? Что происходит на работе? И третья позиция для бизнеса или для самозанятых. И последний вопрос – финансы. Итак, открываем. Итак, смотрим. Первая позиция у нас – главное событие этого периода – июнь 2020 года. Здесь карты показывают, что у вас в жизни происходит воссоединение с кем-то. Возможно, вы находились в разлуке или в отдалении друг от друга, и наступает период, когда вы, наконец, оказываетесь вместе. Это в плане личной жизни. Возможно, кому-то из вас будет сделано предложение руки и сердца. Может, вы кому-то предложите выйти за вас замуж. Но карты показывают, в общем, что здесь состоится союз двух сердец. Также может проиграться ситуация в рабочем порядке. Это, возможно, соединение, слияние каких-то фирм, возможно, взаимовыгодное подписание каких-то договоров, контрактов в плане бизнеса. Ну а вслед за этим последует отъезд кого-то из партнеров. Кому-то придется куда-то уехать, переехать. Даже если и вы куда-то уезжаете или ваш партнер куда-то уезжает, здесь нет никакого разрыва. Просто будет какое-то временное отсутствие человека, партнера. Возможно, придется или ему, или вам решать какие-то жизненно важные ситуации, проблемы, что-то связанное, знаете, будет какая-то довольно сложная ситуация, и ее придется решать. Если по бизнесу, возможно, кому-то из вас или партнеру, или вам нужно будет куда-то уезжать, переезжать, деловая поездка довольно сложная будет, не все так гладко, как бы хотелось. Но в любом случае все эти действия ведут не к разрыву, а к укреплению ваших отношений, будь это личные взаимоотношения или деловые. Карты показывают, что ваш союз разрушен не будет. Так, теперь смотрим следующую позицию – личная жизнь. И первый вариант – это для тех, кто в данный момент находится один. Ну, эта ситуация продолжается уже довольно продолжительное время. И вот наступает период, когда у вас начинается что-то меняться в жизни. Кому-то из вас
придется переехать или куда-то уехать. Если же кто-то даже никуда не уезжает, в любом случае также происходят какие-то перемены в вашей жизни. Колесо фортуны начинает вращаться, оно уже рядышком, и начинают происходить какие-то перемены. Что это будет, время покажет. Сейчас карты нам этого не показывают. Дальше идем. Для тех людей, кто находится в браке, что у нас здесь происходит? У вас, вернее. Возможно, у вас из семьи собирается уезжать ребенок, и вы не можете отпустить эту ситуацию, вам сложно. Как вариант, кто-то из вас на работе проводит очень длительное время, и вам не хватает общения, не хватает времени, чтобы побыть вдвоем. И приходится пока вот находиться в более таком одиноком состоянии. Может быть, кто-то из супругов, вы или ваш партнер, уезжает куда-то по службе, по работе, и вас это очень печалит. Но в любом случае это все временно. Это вот какой-то краткосрочный период. Но зато у вас есть время побыть одной и, знаете, заняться собою. Чтобы время не проходило впустую зря, вы можете уделить его себе. Тоже очень положительный такой фактор. Дальше мы смотрим. Для тех, кто находится в паре, но не в официальном браке. Но здесь карты показывают, что у вас сейчас очень хороший период. Вы находитесь вместе. Вы счастливы оба. И здесь еще карты показывают, что то, что вы сейчас вдвоем, в этом ваша заслуга. Те отношения, которые у вас происходят сейчас, вся эта идиллия, вся эта счастливая такая обстановка, это благодаря вашей настойчивости и усердию. Или, возможно, ваш партнер сделал все так, чтобы вы находились сейчас вместе. Создал такую ситуацию, такую атмосферу, что вы наслаждаетесь друг другом. Не просто так, знаете, вот с неба упала звездочка, и у вас все благополучно. Здесь пришлось кому-то вложиться и постараться, чтобы эти отношения были вот в таком ключе. Но самое главное, что вы счастливы вместе. Так, следующую смотрим. Работу. Работа для людей, кто ее ищет. Что здесь у нас происходит? Ну, здесь карты показывают, что у вас очень благоприятный момент, и вы находите работу. Возможно, вас кто-то порекомендовал или подсказал, куда устроиться. И здесь карты показывают, что коллектив довольно-таки приятный, и вам будет в нем очень комфортно. Еще также нам показывают, что здесь у вас благоприятная такая работа для дальнейшего роста. Карьера будет складываться довольно хорошо. И здесь вам будет кто-то еще помогать. Кто-то будет вам содействовать, помогать в продвижении по службе. В общем, у вас здесь появится какой-то покровитель. И у вас все шансы здесь сделать хорошую карьеру. Замечательно. Так, следующая позиция для тех, кто уже работает на работе. Что у вас происходит? Ну, здесь работа у вас довольно-таки напряженная. Вы усердно работаете, не сказать, что вы сидите и бьете баклуши. И еще как вариант, вы, возможно, уже присматриваете другую работу. Вам, может быть, уже сделали предложение откуда-то с другой фирмы или другой работодатель. И вы сейчас будете решать, остаться или нет. Может быть, на другую работу. Но знаете, вот второе предложение, если вы его рассматриваете, не сказать, что там будут маны небесные, золотые горы. Все будет довольно умеренно. Знаете, вот на жизнь будет хватать. И здесь уже выбираете, да, если уж совсем плохо вам на данной работе, еле концы с концами сводите, то шанс на второй работе более благополучный. Но звезд там не будет. Скажем так, на жизнь будет хватать. Ну, а принимать решения, конечно, будете вы лично. Все от вас зависит. Но в любом случае у вас есть работа и даже еще какие-то предложения. Замечательная, я думаю, позиция. Так, следующее мы смотрим для людей, у кого свой бизнес или самозанятые.
Но здесь карты говорят, что еще период, когда вы можете действовать, что-то предпринимать, еще не настал. Знаете, такая подвешенная ситуация. Это для тех, у кого бизнес в сфере развлечений, отели, кинотеатры. Ну вот, знаете, такие зрелищные виды деятельности. Да, здесь пока еще как бы придется ждать какое-то время. Ворота еще не открылись. Не открылись еще те возможности, на которые вы рассчитываете. Но в любом случае бизнес у вас сохранен, и вы просто ждете. Да, какой-то период еще придется подождать. Так, следующую, последнюю позицию мы смотрим финансы. Здесь у нас старшие арканы 2. Шут, верховный жрец и десяточка жезлов. Но знаете, карты показывают, что денег вам с неба не падает. Финансов здесь пока дополнительных ниоткуда вам не приходит. Но карты как бы говорят, что вам нужно сделать какое-то, возможно, переосмысление ценностей и понять, что в жизни деньги-то можно заработать. Да, они важны, но самое главное, что вы живы, здоровы, семья, дом, кровь, дети. Вот что самое главное. Вам карты показывают, что нужно поработать вот в ментальном плане, чтобы вы не зацикливались и не загоняли себя в депрессию, что какое-то время у вас нет денег, что-то не складывается, а понять, что основное и главное в жизни – это все-таки не материальное. Конечно, сложно, без денег плохо, но все же в приоритете семья, здоровье. Ну вот тут, видите, больше как совет идет от карт. Ну что, уважаемые скорпионы, я благодарю вас за просмотр и до новых встреч.